Уважаемые, тема нашего сегодняшнего урока – герои Отечества. Кто из вас скажет, кто такие герои? Пожалуйста. Хорошо, молодец. Еще. Кристина, пожалуйста. Герои – это люди, которые защищали нашу страну от немцев. Хорошо, молодец. Данил, пожалуйста. Герои – это великие люди, которые участвовали в важных боях. Хорошо. Молодцы, ребята. Представьте, Данил. Так вот, герои, это действительно, это те люди, которые сделали очень много для нашей страны, те люди, которые защитили нашу Родину. Давайте с вами поговорим об этих героях. Наверное, начнем мы с наиболее известных тех людей, кто возглавлял нашу армию в годы Великой Отечественной войны. Кто из вас, ребята, мне назовет таких героев, полководцев, знаменитых Великой Отечественной войны? Александр. Хорошо. Молодец, Саша, пожалуйста, присаживайся. Кто мне скажет, что же сделал такого жутко выдающегося? Пожалуйста. Хорошо, молодец. Отлично, ребята. Хорошо. Кто еще, кроме Жукова? Александра? Орешков Сергей Николаевич. Саша, действительно, Сергей Николаевич Орешков очень известный человек, герой нашей Родины. Но, к сожалению, он не был военачальником. Ребята, кто мне скажет, чем прославился Сергей Николаевич Орешков? Хорошо, давай. Он прославился, что когда наши стреляли из пулемета, он дал перед пулеметом и дал времени, чтобы люди прошли. Молодец, отлично. Но, как вы понимаете, быть начальником он не был. Отлично. Кто же был начальником из известных людей? Данил? Молодец, Данил. Присаживайся. Чем он прославился, ребята? Пожалуйста, Смит Димаш. Он собрал армию. Молодец. Что ж, на самом деле, Константин Камский собрал, конечно, не армию, но помните, я вам рассказывала, что, ребята, в сентябре, когда мы говорили о Второй мировой войне, Константин Константинович сумел, благодаря небольшой группе людей, собрать 16 тысяч бойцов, целую дивизию, основой которой были выдержаны первые сражения на флот. Хорошо.